В Германии, Австрии и Турции прошли акции протеста таджикских иммигрантов, которые выразили недовольство политикой, проводимой внутри Таджикистана. 3 акции в один день стали ответом властям в Душанбе, которые в это же самое время широко праздновали День национального флага, организовав шествие по столице с флагами и портретами Эмомали Рахмона. На плакатах же митингующих были совсем другие портреты и другие надписи. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма поспешил заверить, что в шествии в Душанбе приняли участие свыше 30 тысяч человек. Хотя изначально было известно, что каждый из 4 районов столицы обязан прислать на праздник по 2000 человек, хотят они того или нет. Как и всегда, добровольно-принудительно пошли радоваться учителя и медики. Впрочем, были и те, кто радовался вполне искренне. Накануне праздника президент страны в обращении к народу подчеркнул, что мы и впредь под этим священным национальным символом будем проводить свою созидательную политику во имя повышения уровня жизни народа, строительства нового свободного, демократического, правового и светского общества. Судя по всему, как раз строительство демократического и свободного Таджикистана в сугубом понимании Рахмона не устраивает многочисленных таджикистанских иммигрантов, которые провели акции протеста в Стамбуле, Вене и Берлине. В Стамбуле консульство Таджикистана вышли в основном женщины и дети. Они держали плакаты с надписями «Свободу всем политзаключенным», «Мы любим Таджикистан», «Мой папа не террорист». В их руках портреты арестованных членов партии Исламского возрождения, адвокатов и правозащитников, бывшего министра промышленности Зайда Саидова. Мы, граждане Таджикистана, вчера собрались возле консульства Таджикистана в Стамбуле, чтобы провести пикет и выразить свое недовольство в адрес правительства Таджикистана относительно жестких репрессий, которые проводятся в отношении инакомыслящих. У нас есть четкое понимание состояния политических заключенных в тюрьмах Таджикистана. Мы знаем, что к ним применяются пытки, и требуем скорейшего освобождения. Также мы требуем прекратить гонения на верующих и ущемлять их права. В Вене протестующие собрались у здания ОБСЕ. Они попытались привлечь внимание к происходящим в Таджикистане репрессиям. Не забыли митингующие и об умершем в Санкт-Петербурге младенце Умарали Назарове. Люди потребовали объективного расследования и обвинили режим в Таджикистане в попытке замолчать смерть маленького соотечественника, которая может навредить отношениям с Россией. Мы, граждане Республики Таджикистана, собрались в Вене, чтобы довести до сведения всех правозащитных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, что с их молчаливого согласия в Таджикистане грубо нарушаются права человека. Мы их призвали не закрывать глаза на те пытки и давления в отношении инакомыслящих, которые наблюдаются в Таджикистане, и высказать свою четкую позицию в отношении правительства республики. Мировое сообщество должно принудить власти Таджикистана к соблюдению декларированных демократических принципов. В Бонне акция прошла рядом с зданием Организации Объединенных Наций. На плакатах в том числе были надписи «Хоин Пешвона Мешават», что можно перевести как «предатель не может быть лидером нации». Таким образом, оппозиционеры отреагировали на инициативу парламента Таджикистана присвоить президенту новый титул лидера нации.